31 августа, согласно закону и по словам министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, закончился срок предоставления информации от декларантов. В этот день специалисты Министерства по налогам и сборам закрыли технический доступ к сайту, поэтому добавить какие-либо данные в электронную базу возможности уже нет. 00 часов 00 минут нашими специалистами был закрыт технический доступ к нашему сайту, то есть после данной операции каких-либо сведений добавить в нашу базу данных электронную никакой технической возможности нет. Нанба рассказал, что сдали декларации всего 1438 декларантов. Но декларации на порядок больше, так как декларант должен заполнить документы на каждого из членов своей семьи. Супруга несовершеннолетних детей и их родителей. Запрос на доступ к электронной базе Министерства по налогам и сборам, по словам Нанба, поступил от 128 организаций, а должен был от 411. Из 400 с лишним организаций предоставили декларации только 128. Мы сейчас будем выверять этот список на предмет, объясню. Есть различные зарегистрированные, так скажем, государственные унитарные предприятия, может быть, учреждения государственные, которые фактически существуют только на бумаге. Никакую деятельность не ведут, может, там даже нет директоров, должностных лиц. Вот с этим мы всем будем разбираться. Вот. А в части депутатского корпуса, надеюсь, всем технически удалось зайти на сайт, посмотреть, то есть декларации опубликованы, декларации на депутатов и членов семьи. По словам министра, государство не было в полной мере готово к исполнению закона о декларировании. Но, тем не менее, все сотрудники справились. Также Нанба поблагодарил общественность, а именно группу активистов за 20-ю статью Конвенции ООН. Хочу также выразить благодарность общественности в лице Астамура Какалия, его друзей, которые приходили к нам. Мы обсуждали вопросы, возникающие. Скажу вам откровенно, иногда наши беседы перерастали в такой эмоциональный фон, но это, как говорит, о уровне доверия и открытости наших взаимоотношений. Поблагодарить их хочу за то, что именно они, на мой взгляд, оказали существенную помощь в части обращения внимания нашего общества, должностных лиц, которые должны заполнять соответствующие декларации, на, так скажем, важность происходящего процесса. На вопрос активиста за 20-ю статью Конвенции ООН Астамура Какалия о том, почему не вся важная информация публикуется на сайте, например, такая как адреса недвижимых объектов и номера расчетных счетов, Нанба ответил, что декларации, опубликованные на сайте, отличаются от бумажных вариантов, заполненных самими декларантами, где представлены более подробные данные. С точки зрения контролирующего органа, которым мы себя можем назвать в рамках данного закона, для того, чтобы проводить соответствующие контрольные мероприятия в случае необходимости, для нас, безусловно, будут необходимы все данные, которые указаны в декларации. Вот. В этой связи у нас есть, мы, кстати, обсуждали эту тему со Астамуром, и я здесь полностью согласился с ним, что было бы удобно, было бы эффективно. Я считаю, что надо идти по такому пути, формирование общей электронной базы, которая будет содержать все данные из декларации, но она будет доступна только соответствующим правоохранительным органам или уполномоченным органам, которые в той или иной степени имеют отношение к этому закону в части его исполнения. По словам Нанба, закон не предписывает Министерству по налогам и сборам формировать базу данных. Но так как ведомства это считают необходимым, данные сохраняются и анализируют. Кроме того, Министерство ведет работу по организации доступа к полной базе данных всех уполномоченных органов. Разработкой электронного проекта занимаются IT-специалисты. Расходы на эти работы будут заложены в бюджет налоговой следующего года. И в будущем все уполномоченные органы будут получать полную информацию. Также Джансух Нанба рассказал, что в Министерстве по налогам и сборам планируется создать отдельное антикоррупционное управление. Марьяна Котова, Абаза ТВ.